У зажравшихся бизнесменов и чиновников отберут их деньги. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Действие закона об амнистии в связи с легализацией активов и средств граждан Республики Таджикистан продлено на 6 месяцев. Такое решение было принято 21 июня на заседании 4-й сессии Нижней палаты парламента 6-го созыва. Как сообщает пресс-служба Маджлиси Намаяндагон, заседание прошло под руководством председателя палаты Махмад Таира Закирзада. Напомним, этот закон действует с 5 июля 2021 года. Легализация первоначально была рассчитана на 1 год, однако в июне 2022 года срок его действия был продлен еще на 1 год, до 4 июля 2023 года включительно. Теперь он продлен еще на 6 месяцев. Сколько средств граждан за это время было легализовано, не сообщается. Однако в тексте на сайте парламента говорится: на основании анализа установлено, что нынешнее состояние общей суммы, внесенной в соответствии с указанным законом, в 5,5 раза больше, чем в 2022 году. Закон предполагает добровольное декларирование денежных средств и имущества. Легализация автоматически освобождает держателей таких активов от административной или уголовной ответственности, а также прощает им налоги, процент и штрафы по ним. Информация о легализуемых активах и денежных средствах, а также их владельцах является конфиденциальной. Раскрытие такой информации может быть разрешено только судом. Легализовать можно, в частности, драгметаллы и камни, добытые на территории Таджикистана незаконным путем, или приобретение как на территории Республики Таджикистан, так и за рубежом на денежные средства, не указанные в декларации о доходах. Узаконить драгметаллы и камни могут граждане Таджикистана, в том числе индивидуальные предприниматели, а также учредители и акционеры юридических лиц. Легализация не касается драгметаллов и камней, подлежащих конфискации на основе судебного акта, или же если в отношении их собственников возбуждены уголовные дела или административные дела. Также это не касается собственности осужденных. Граждане, которые легализуют драгметаллы и камни в период действия закона, подлежат амнистии и не привлекаются к ответственности по 2 статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан и 1 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Статья 284 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Незаконная сделка с драгметаллами и камнями». Незаконные сделки по данной статье в зависимости от тяжести деяния наказываются штрафом в размере от 1 до 1500 показателей для расчетов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, арестом до 6 месяцев, лишением свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные повторно в крупном размере организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Статья 285 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Нарушение правил сдачи государству драгметаллов и камней». Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторсырья, а также поднятых или найденных драгоценных металлов или камней, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 250 до 547 показателей для расчетов, либо лишением свободы до 3 лет. Статья 165 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях, нарушение права государственной собственности на недра, самовольное пользование недрами, совершение сделок в прямой или скрытой форме, нарушающих право госсобственности на недра или препятствующие им, при отсутствии признаков преступления, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 показателей для расчетов, на должностных лиц от 30 до 40. В целом, закон допускает легализацию денег и имущества по 61 статье Уголовного кодекса и Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. Для легализации имущества при хукуматах всех городов и районах страны созданы соответствующие комиссии. Незаконное имущество можно будет легализовать добровольным обращением к этим комиссиям по месту жительства. Легализация денежных средств проводится в банках страны и с получением соответствующего свидетельства. Хранение в качестве банковской тайны сведений о легализуемом капитале граждан, а также обеспечение безопасности узаконенных средств гарантируется. В иных случаях, если легализацию человек не проведет, то правоохранительные органы обещают быть максимально жесткими в наказании. Что же от этого всего хочет получить наше государство? Они рассчитывают на поступление дополнительных инвестиций в финансово-банковскую систему и тем самым увеличение финансирования различных отраслей экономики страны.
учреждение новых компаний, рост объема инвестиций действующих компаний, создание новых рабочих мест, дополнительное налоговое поступление в бюджет за счет легализации активов, которые находятся в теневой экономике, расширение выпуска и оборота ценных бумаг, наращивание строительства недвижимого имущества. Как вы думаете, насколько честны были люди, которые легализовали свои доходы? Как вы думаете, сработает ли план правительства? А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.